Жили в давние времена два благочестивых брата. Старший был женат, имел много детей, а младший был холост. После смерти родителей решили они жить отдельно и справедливо поделили все, что у них было. Построили дом младшему брату по соседству. Дома братьев отделяли только ямы для хранения зерна, правая яма старшего брата, а левая яма младшего. Каждый вечер старший брат, после ночного намаза, тайно приходил на зернохранилище и, взяв несколько мешков зерна из своей ямы, сыпал в яму своего младшего брата. «Всевышний дал мне праведную жену и детей», — думал старший брат. «Они мне помогают в хозяйстве, да и в старости не оставят меня без помощи. А у моего брата нет никого. Пусть ему больше достанется зерна, чем мне». Всевышний велел помогать своим соседям, а если сосед праведный мусульманин, да к тому же еще и родственник, то награда становится намного больше. «Поистине, я доволен тем, что даровал мне Всевышний, ведь он дарующий пропитание». Но и младший брат каждое утро тайно брал несколько мешков зерна из своей ямы и сыпал в яму старшего брата. «Одинокому человеку много не надо», — думал младший брат. «А у брата маленькие дети, он нуждается в этом зерне больше, чем я». Аллах велел помогать своим соседям, а если сосед праведный мусульманин, да к тому же еще и родственник, то награда становится намного больше. «Поистине, я доволен тем, что даровал мне Аллах, ведь он дарующий пропитание». Они делали это доброе дело настолько тайно, что всю жизнь каждый из них считал, что только он один и помогает своему брату. Аллах дал благословение этим братьям, богатство их все увеличивалось, поистине, Аллах любит людей, творящих добрые дела. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Благодетельные поступки защищают от пагубных исходов дурного, и тайная милостыня гасит гнев Аллаха, и поддержание родственных связей продлевает жизнь». Табарани.